Возрождением исконных чувашских традиций занимаются на родине Петра Хузангая в селе Сиктерме в Татарстане. Там уже вырос целый комплекс Новый Сувар с крепостью, мельницами, деревянными домами, конюшнями. А теперь, чтобы привлекать туристов, появилась и настоящая диковинка для наших мест – северные олени. Они уже радуют посетителей. Как новые питомцы, приехавшие из Салехарда, вписываются в общую картину и как они будут жить в условиях Поволжья, расскажем в сюжете. Будто и не Поволжье вовсе, а крайний север. Вадим Лангортов, потомственный оленевод и хант по национальности, приехал из Тюменской области. В Сиктерме его позвали обучать местных работников обращению с парнокопытными. И главное – научить запрягать оленей. А это целая наука. Нужно знать все тонкости. Как тронуться с места, повернуть вправо или налево, остановить упряжку. Да и вообще чувствовать животных тоже нужно уметь. Здесь им должно понравиться, уверен Вадим. За ними ухода не надо будет, конечно. Они сами с собой будут жить. Летом жарко будет, они привыкнут потихонечку. Олень для коренных северных народов и друг, и кормилец, без которого выжить в бескрайней тундре было бы невозможно. На севере их ласково кличут олешками, а ненцы называют дающими жизнь. В Сиктерме из Салехарда прибыли 8 северных оленей. Из них только 3 пока самые контактные, обученные для общения с людьми. Остальные еще привыкают к новому месту. Вместе с ними обитают и моралы, тоже дикие, людей побаиваются. Чуть шум, убегают в лес, благо что территория комплекса большая, есть где разгуляться. Есть среди новых питомцев и самки, их называют важенками. Значит, можно ждать пополнения в будущем. Пока их не так-то много, но замечаем, что весной наверняка будет рост. Оставаться здесь оленевод Вадим не планирует, вернется на север, но знает, что оставит оленей в хороших руках. Они уже вполне освоились, резво скачут в упряжке. Мы сегодня успели покататься на оленях, я сделала красивые кадры, получила большое количество положительных эмоций, и после этой поездки мне хочется возвращаться сюда вновь и вновь. Животные выносливые, в Татарстане точно приживутся. Шерсть у них устроена так, что волос внутри пустой, наполнен воздухом, благодаря чему отлично удерживает тепло. С ветерком прокатился на нартах и наш корреспондент Алексей Яникин. Я прокатился впервые в жизни на настоящих нартах в упряжке «Тройка северных оленей» и ощутил такую неподдельную, чистую, реальную детскую радость. Этим летом в Сиктерме во 2-й раз пройдет всечувашский УЯВ. В прошлом году он собрал около 15 тысяч человек. Подготовка уже идет. У нас будет новое здание гостиницы построено, 2-этажное, из дерева, чтобы можно было разместить гостей. На празднике ожидают много гостей. Предполагают, что точно больше 20 тысяч человек. Удивлять приезжих будут не только северными оленями. Здесь вольготно чувствуют себя даже верблюды. В незамерзающем пруду плавают утки и лебеди, но и исконными чувашскими традициями. Наталья Егорова, Алексей Енейкин, Дмитрий Макаров. Вести Чувашия.